В годы перемен, когда круто менялась жизнь народа, писатели нередко обращаются к далекому прошлому, к своим корням, предкам, чтобы осмыслить эти изменения в обществе. Эпоха христианизации. Геннадий Юшков. Бива. Событием в коми-литературе, вызвавшей большой общественный резонанс, стала историческая повесть Эжева Пермь-Сазонка «Мальчик из Перми Вычегодской». Автор Владимир Тимин. Эта повесть вышла в 1999 году и получила государственную премию Республики Коми. Перевела повесть на русский язык Елена Габова. И вот в данной книге эта повесть на русском и на коми языках. Книга прекрасно оформлена, много иллюстраций, иллюстрирована исторически достоверно и очень познавательными рисунками. Художник Аркадий Мушев. Ну вот, автор Владимир Тимин, переводчик Елена Габова, художник Аркадий Мушев. А главный герой этой повести Эжева Пермь-Сазонка, мальчик из Перми-Вычегодской. Ну вот название повести на русском и на коми языках. И давайте познакомимся с этим мальчиком из Перми-Вычегодской. Тика, Тураб Яраш Тика, Емдин Карыш. Тураба Тихон Ярославович из городка Устьевым, Пермь-Вычегодская. Ну что ж, давайте зачитаем и познакомимся. Ну, конечно, сначала на коми языке. Асывсен шондия вели, но луна шеркадлани смутчищись на кымырьяс, шилящись на рудан и модис шливгана помощь лытом зер. Влас чусмама, зер шибчила ошиньяс выла, бытя анькучьяс лыштасна, та-та-та-та-та-та-та. Кика, Читка Юрсия, Ардас Витазонка, Ворсаканин, Нинам Вычегмоз и Терта, Зерус Кобула, Сещабыр Эрджа, Киркапычкан Сонин Бутямыка Вияла Тёпала, Вевтис Бурака Пиштама, Кань, Дивитаман Виджада Зонка Вила, Нявия, Ылыда Кань Сазонка, да месичта да, мы керка Вила Скайлина Кола, и Кайла Кобуштазда. Мед эшка ма, уджид мам, да кыйва чой регджик быр воисна, наладан некучам лебу в абу. Та же отрывок из рочки вылан. Утро было солнечно, но в середине дня побежали тучи, небо затянулось бесконечной пеленой, и пошел бесшумный, нудный дождь. Во дворе потемнело, ветер сбивал струи дождя к окну, и когда по телячьему пузырю будто горошинами стучало та-та-та-та-та-та, Тика, 15-летний мальчик с вьющими волосами, играл с кошкой. Делать все равно нечего. В дела дождь не пускает. Дождь было прекратился, но потом зарядил с новой силой. В доме послышалось как. Нявья с удивлением смотрел на мальчика.
Что за непонятные шумы? Крыша прохудилась, отвечает Тика. Вот, быстрее бы бабушка с сестрой вернулись. У них ведь там на лугах никакого укрытия. Не то, что у нас с тобой. Вымокнут до нитки. Тихо, Нявья, слушай. Ну вот и Тика. Семья. Тика, бабушка, сестра Кыва, Кань Нявья и собака Чангыр. Вот мы с вами познакомились с мальчиком из Перми-Вычегодской, с Тика. Какие же исторические события описываются в этой повести? Время, 15 век. События из жизни мальчика уместились в небольшое историческое время. 1470 год, 1472 год. И глазами подростка показаны события этого времени. Чем интересна вот эта книга? Еще и тем, что здесь есть карты. 2 карты. И вот здесь есть карта. Но мы сейчас обратимся к большой карте, чтобы еще посмотреть вот именно те места более широко, с другими племенами, с московским государством в 15 веке. Давайте пойдем, где мы с вами. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Угу. Пермь-Вычегодская. Центр, городок Усть-Был. Князь Гор. Епископ Иона. Он был 4-м епископом после Стефана Пермского. Давайте дальше пойдем. Пермь Великая. Коми пермяки. Центр, городок Чердынь. Вера коми пермяков и коми зырян христианская, но очень сильна еще вера в своих богов. Манси, Багулы, центр Урай-Паули, вера языческая. Дальше пойдем. Московское государство, как тогда их называли московиты. Князь, великий князь московский Иван III. Иван III – дед Ивана Грозного. Ну а дальше наши соседи вятичи, немцы, самые, вы знаете, как их тогда называли. Ну вот эта карта. И сразу видно, какое было окружение коми пермяков и коми зырян. Мирно жили наши предки, коми пермяки и коми зыряне, но на них были и набеги. Богатый был край. Это кровавые ушкуйники с Новгорода, это багулы, это бойкие вятичи, но и зауральские татары. Ну вот, мы с вами познакомились с картой, вы представляете это все, а когда вы будете читать вот эту повесть, вы откроете карты, которые там есть. Исторические события мы с вами уже посмотрели, вот эти исторические события. И вот мы у карты говорили, что были набеги вакулов, манси. И наш герой Тика оказался в плену у вагулов. И вот прочитаем небольшой отрывок из книги об этом. Он уже очень долго был, почти целую зиму у вагулов в плену. И вот пришла весна.
Войс тулыс. Пель юнас кывлыстейка мы ачис асыка. Вождь Богулеслан. Щетама индат. Дженид якадын дорны кыртыш унжык чер. Шипур, ши, нёвью, ёш кыртату яса шыкыт палич, сыстым дырым язда юркыч яс. Пуксис вуршакат, ваяс ямисна. Йыграяс костын, ынышань самын ыти щорни. Асы капана выль ыджы тыш, но коткыр ыджы пельмы палуды. Уна после, но виркишта на тышку йыграяс корка не корка вот честный покчакар берда. Асы кабор, традис, мой Микал, князь, Великой Пермлы, Ола покча, тая не жит карца, бочно кокнитжик. И вот йыгра матышчаны покчадора. Кынка ылыс щумат буксан ши. Сылы воча видис мыт тачым же ши. Сыща нышта и нышта. И вырын паштава тыры слов шижадан шияс нас. Шаман я свачка дисны бубина. Корисны ген ясас отсавны тыш вылы петыщаслы. Верманы пермсаясас. И выржисны юграяс. Тырыш гыгырботом лыгуна. И вот мы прочитали, а давайте прочитаем этот маленький отрывок на русском языке. Краем уха тихо слышал, что Асыка дал приказ в короткое время выковать боевые топоры, медь, мечи, копья с острыми железными верхушками палицы. Готовилась какая-то большая битва. Наступило лето. Спала вода в реках. С этого времени между вагулами один разговор. Асыка затевает новый большой поход. Никто пока не знал, куда. Да, на Пермь Великую. С мелкими, но скоропролитными стычками войско Асыки добралось до Похчи, любимого городка великопермского князя Микала. Асыка хотел в первую очередь взять этот городок. К тому же, рассуждал Асыка, если повезет взять в плен князя, пермяки будут меньше сопротивляться. Задача перед этими волками известная – очистить город от жителей, взять все, что можно, для награбленного богатства приготовлены олени и лошадиные упряжки, а также лодки. Покчинцев убить всех до одного, а князя Микала с семьей взять в плен, а потом Покчу сжечь до основания. Но этот набег Вакула не удался. Давайте дальше посмотрим. Так. Идет время, зима 1471 года, и Москва потянула руки к мягкому золоту. Это присоединение Перми Великой к московскому государству. И вот в центре всех этих событий и оказался наш герой Тика. Ну, уже вы поняли немножко, да, что его путь Усть-Вым, Урай-Пауль, где он почти год был в плену, Чердынь, куда он попадет во время вот этой битвы в Огульце с пермяками, Москва через Переяславль-Залесский и обратно в Чердынь. Давайте посмотрим. Очень интересная книга. Очерки по истории Коми СССР. 1955 года издания. Историческое событие, как написано в этой книге.
Иван III отправил зимой 1471 года войско под началом князя Федора Пестрова воевать и Пермь Великую. Пермичи не в силах были сопротивляться хорошо организованным московским силам. Федор Пестрый взял и сжег пермские городки, захватил в плен князя Великопермского Михаила и наиболее видных его деятелей. Давайте посмотрим начало вот этого события, взятие городка Чердыни. Собирается совет у князя Михаила в Чердыни. Вещь така шумна, заводит из Михаил. Тырыт менам воман гилялись ним мика виштавна, но он и мика святая виштавна. Ты в нас на Москва выш, петамаш ратники яс уджит Пермь выла. Вещка длинная воевода Федор Пестрый. А вот сосчесылы не лидов. Щерчинус воена пушка яс, пишаль яс. Ваедан щерчис ященс вежа ай ясас, поп ясас, игумен ясас, монах яснас. Налан могнус. Отладно ыджит Пермь роч муяс дора. Муяс тырма Москва сла. Ачис одна татарая сулы. Медвоч медналыш мездышас. Ога щетчей кывсисна шияс. Унатай кысья никал чев олис. Утамов наш роломан кыджи кысья. Тая яка городис. Москва чувствуя сменус кресташна. Медулас начнес и микутанов начнем. Даечка, прослужишь Михаил. Саман кыджи тая точно. И, конечно, вот такой огромной силе не могла сопротивляться Чердынь. И вся территория, населенная конно-пермякским народом, вошла в состав русского государства. Очень интересно написано «Взятие Чердыни», как Михаил попал в плен, как они обозом очень долго доехали до Москвы. Была встреча с Иваном III. И вот был подписан указ, что теперь Пермь Великая входит в состав российского государства. И вот Пермь Великая вошла в состав российского государства. Очень много исторических документов, частей исторических документов. Ну и давайте, мы прочитали только в основном вот такие исторические события из этой книги, но тут очень интересно, многое очень интересно написано. Это быт, традиции, жизнь у бабулы, икон пермяков, икон зырян, и как они ехали из Чердыни до Москвы, это не один день, как Тито был впервые в таком большом городе, как Москва, и как они обратно поехали. Ну вот, мы с вами познакомились с повестью Владимира Тихина, Эжера, Пермиса, Соника. Вам предстоит очень интересная встреча с героями этой книги, их жизненный путь, исторические события, и вы с удовольствием со всеми этими познакомитесь. Я хочу прочитать только завершение. Итог. Как же кончает Владимир Свечкин свои повести? Allenden дочерен Кариас, наиловскисен Вильям Пурчангинса, да он и я индикатая свилась, вещи гнаюсь озипасьями. Вылать сервис вилс копирьяс, цивилизацияс, кыпталына и вущаны. Вещи джикать вошаны лыдаджик, да вын яраджик пывсты, таджи век вывла. А мы ловуджи, вот ты дас. Шума сыман. Воджаясыз унадлоны быр яясын, а быр яясыз воджаясын.
и Роч Кывлым. А Усть-Бым и Чердым. Эти города со временем захерели. И на всех нынешних картах их даже отмечают. Таковы законы цивилизации. Города, как и народы, поднимаются и падают. Иногда даже совсем погибает более сильными городами и народами. Так было всегда. А что будет дальше? Кто знает. Сказано только в Писании. Многие из первых будут последними, а последние первыми. Спасибо. Зе выжит пьянвайте. И больше так мляса, тырмаще, лудей. Зе попня луддище, юна тор тырмала. И воджу не ловно, а воджу оломса не лощета, и важья оломса.